Думал, что ребенок как бы не заметит, как-то пройду мимо. Я успела разложить 3 закладки, которых там было 0,66 грамм, 0,98 грамм. Ну, как бы вот такие небольшие свертки. И за такие свертки группа лиц от 8 до 15 лет. И сейчас я только начал понимать о том, что лучше бы я работал грузчиком, зарабатывая при этом 2,5, а не работая закладчиком и сидеть и мотать срок. Думала, что мне дадут хотя бы домашний арест, но на суде мне отказали, потому что эта статья очень тяжелая. Легкие деньги того не стоят. Лучше отучитесь спокойно, найдите хорошую работу. Я проживал на территории Сахтинского района и учился на 2-м курсе СЛТ. Мне нужны были деньги, я решил подзаработать. Долго искал работу, мне предложили работу курьером-закладчиком. Мне было на тот момент 17 лет. После этого я решил устроиться, думал, не поймают. В итоге сейчас осудили на 3 года 6 месяцев общего режима. Это мне еще повезло очень. Писали мне в мессенджере, предложили работу. Я начал интересоваться, что за работа. Мне рассказали. Потом прошел обучение и вышел уже на настоящие наркотические вещества. В последнее время участились случаи заинтересованности несовершеннолетних в распространении наркотических средств через сеть интернет. Так называемые работодатели предлагают хорошие деньги за несложную работу. Действовал по инструкции, но в итоге меня все равно засняли на телефон и в итоге меня поймали. По протоколу я понял, что за мной следили с самого утра. Этого было даже незаметно. Так что даже если кто-то решил поработать и думает, что не поймает его, то может уже за ними следят. Легкие деньги того не стоят. Эти деньги просто того не стоят. Лучше отучитесь спокойно, найдите хорошую работу, зарабатывайте. Или зарабатывайте творческим путем, как это некоторые делают. Выборов много, но не идите в эту сферу. Ни в эту, ни в какую другую, которая противоречит нашему уголовному кодексу. Сейчас, посидев некоторое время в тюрьме, я увидел, что очень многое количество людей, и молодых, и постарше, сидит за наркотические средства. То есть кто-то за употребление, кто-то за распространение. И в итоге всем дают по 8, по 9, некоторым по 5 лет. Там зависит от части. У меня было по малолетке, то есть мне 17 лет, плюс небольшой вес при себе был. И раньше не употреблял, не привлекался, ни штрафов, ничего. И то даже это не спасло от лишения свободы. Сейчас бы я на данную работу, если бы мне предложили, я просто не согласился, сказал, зачем мне это надо, деньги того не стоят. Все эти переживания родителей, суды, это все, это того не стоит просто. Про уголовную ответственность сами магазины обещают в случае чего помочь с этим. При этом подростков уверяют, что если они будут задержаны сотрудниками полиции, то наказание им не грозит. Однако это обман. По факту они не помогают ничем, а просто чаще всего сами вас и сливают. То есть они сами передают ваши данные и все остальное, где вы находитесь, чтобы оперативники вас задержали. Я тоже долгое время думал, что меня не поймают, что я там хитрее, умнее, еще что-то. Но в этом деле нет никого умнее и хитрее. Если ты туда пошел, ты уже довольно глупый человек. Я устроился на работу наркокурьером. Устроился по причине, скорее всего, из-за малодушного характера. Не думал, что поймают, не надеялся на это. Понимал, что статья будет, жесткая, что дадут много, но не думал, что меня поймают. Думал, что ребенок не заметит, как-то пройду мимо этого всего. Все действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков, сбыт, хранение, изготовление, культивирование, относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям, а наказание грозит от 5 лет и вплоть до пожизненного лишения свободы. Мне написали в соцсетях, незнакомый вообще аккаунт, фейковый, скорее всего, с предложением заработать денег. Предложили перейти в сразу понял, что это незаконное что-то. Я перешел. Там мне объяснили всю эту работу, весь ее смысл, принцип, предложили хорошую заработную плату, и я, конечно, согласился. Ничего вообще не заработал в этой работе, только срок, вот и все.
Никаких денег, никакие заработные платы не стоят, чтобы тут сидеть. Не знаю. Я был глупым. Вот. Никакие деньги не стоят. Я хотел быть независимым, хотел уехать от родителей, жить один. Но мне никто не объяснил, что это рано пока было. Еще и так глупо на такую работу. Я на то время учился на первом курсе в Крапте. Но как только устроился на эту работу, вообще перестал учиться. Так как я был несовершеннолетний, мне дали очень мало, там статья 3 лет. Если бы я был бы на год старше, то статья начинается, срок 6 лет и до 13 лет. Не стоит заниматься деятельностью такой, как сбыт или покушение на сбыт наркотических веществ. Так как это приводит к тяжелым последствиям в жизни, приводит в данное место такое, как тюрьма, сюда попадает молодежь, на многих людей выходит с предложениями работать, так же, как и человек, который предложил мне работать, курьером-закладчиком раскладывает закладки в тайники за вознаграждение, за денежные средства. Я согласилась, потому что мне нужны были деньги, так как у меня были тяжелые жизненные обстоятельства. Сама я не местная, я из другого города. Приехала сюда с предложением от своего куратора поработать курьером-закладчиком. То есть он мне объяснил, что нужно будет совершать действия с закладыванием закладок в тайники, помещением их на территории данного города. Я согласилась, приехала, меньше месяца проработала и была задержана сотрудниками ОП МВД по Республике Коми. Мы с моей подельницей работали вместе и пошли когда работать, то есть у нас был опыт в крупном размере наркотических средств. Мы пошли раскладывать данный опыт, и после 3-й закладки были задержаны сотрудниками полиции. Мне было на момент совершения преступления 18 лет, сейчас мне на данный момент также 18 лет. Меня задержали почти полгода назад, я нахожусь здесь с июня месяца. Оптовая партия наркотических веществ была в размере всего 25 грамм, то есть уголовная ответственность наступает, смотря какой, конечно, наркотик вы разместите, но наркотиком, который раскладывала именно я, идет от 1 грамма, даже меньше, от 0,5, по-моему. Степень наказания зависит от массы наркотика, который изымается сотрудниками полиции при задержании. Например, 1-2 грамма синтетического наркотика мефедрона или метилофедрона – это уже крупный или особо крупный размер, а значит и наказание преступнику будет грозить от 5 лет и более лишения свободы. У меня был оптовый сверток в размере 25 грамм, я успела разложить 3 закладки, в которых там было 0,66 грамм, 0,98 грамм, вот такие небольшие свертки, и за такие свертки группа лиц от 8 до 15 лет отдают молодежи, так как организованная группа, покушение на сбыт наркотических веществ, которое, собственно, запрещено на территории Российской Федерации. Денег я, скажу вам честно, приехав именно в Сыктывкар работать, я нисколько не заработала. Родители помогают мне, естественно, да, они находились, конечно, в шоке, то, что такая ситуация произошла, то есть нам приходится сейчас все вместе всем ситуацию эту переживать, но сейчас уже по-другому не справить за это. Грозит срок, я, конечно же, естественно, буду нести этот срок, потому что я осознаю, что это все было незаконно, противоправные действия. Это сравнивается к терроризму, данная статья 228 прим. 1. Мне посоветовал друг устроиться на работу, и я, соответственно, некоторое время думал, но потом что-то деньги понадобились, я согласился. Мы проработали, получается, 5 дней. Суммы обещали большие, а выплачивали совсем ничего вообще. Меня задержали не с килограммами, а всего лишь было 37 грамм с половиной. И достаточно просто маленькой этой закладочки, чтобы просто сесть. И срок светит от 5 до 15 лет лишения свободы. На практике все несовершеннолетние лица, совершившие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, отбывают наказание в виде реального лишения свободы. И сейчас я только начал понимать о том, что лучше бы я работал грузчиком, зарабатывая при этом 2,5.
а не работая с закладчиком и сидеть и мотать срок. Мы устроились на работу, можно так называть работой, неизвестному лицу, то есть как оператору, скинули документы, паспортные данные. Мы решили устроиться с моим мужем по тяжелой ситуации жизненной, по большим долгам за квартиру. Работа заключалась в поднятии веса и хождении, раскидывании их по лесам. В силу своего возраста, в силу того, что я раньше не была привлечена вообще никаким образом, не задерживалась, то есть у меня не было за спиной ничего плохого связанного вообще с преступностью. В силу того, что я не употребляю, и не употребляла, и не употребляет никто из тех, кого нас поймали, я думала, что мне дадут хотя бы домашний арест, чтобы я там смогла находиться. Но на суде мне отказали в смягчающем, потому что эта статья очень тяжелая. В тот день, когда нас поймали, мы с оператором договаривались о том, что вообще это будет последний день. Я ему написала о том, что я не собираюсь больше работать и не хочу, что лучше я устроюсь на нормальную работу. И он всячески угрожал там родственниками, собой и вывел нас последний раз на работу. В этой работе заключалось то, что мы раскидаем все, и это будет последний день, как мы работали. Но мы не успели доработать, то есть не успели даже поднять, и нас задержали. Сейчас нам грозит срок от 5 лет до 15. И находясь здесь, я осознаю, что я сделала ошибку в жизни. Первую и последнюю. И сожалею обо всем. Все. Уважаемые родители, старайтесь чаще общаться с детьми, интересуйтесь их кругом общения, прививайте им любовь к спорту, науке, технике, особое внимание обращайте на количество карманных денег у подростков, незапланированные дорогостоящие покупки или наоборот на пропажу в доме ценных вещей. Подобные факты являются тревожным звонком и должны стать поводом для серьезного и откровенного разговора с ребенком. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.